Количество пожилых людей растет, и растет количество пациентов с деменцией, потому что это возрастная патология. Да, то есть чем старше становится человек, тем выше вероятность того, что у него разовьется деменция. И так как население нашей страны стареет, причем стареет, в принципе, в темпах сопоставимых с общемировыми какими-то показателями, пациентов таких становится все больше и больше. Сейчас я работаю на общепсихиатрическом участке, то есть у меня пациентов с деменцией стало очень мало, потому что я ушел с геронтологии. И среди своих коллег я вижу это, и в себе я замечаю какие-то признаки вот этого эмоционального выгорания. И в такие моменты я просто себе говорю, что надо отдохнуть, уменьшить количество пациентов ввиду довольно высокой занятости и понимания того, что мне нужно время на себя. Последние несколько месяцев я людям отказываю, когда я понимаю, что это отъезд у меня. То есть я тогда говорю, что нет. Все, я отказываюсь, и я даже обычно не поясняю причину, потому что это совершенно не нужно, я просто отказал. У меня такой более-менее свободный график в следующую неделю, а с 11 я уеду в Питер, потом 14 я уже буду в Праге, потом я вернусь на 2 дня в Питер, в Воронеж, и потом буквально пролетом я через Питер еду обратно в Петрозаводск. Всегда важно иметь какое-то свое пространство, свою отдушину для того, чтобы за пределами психиатрии, за пределами основной работы, чтобы не сойти с ума, действительно. Как я недавно увидел замечательную картинку. Главное дружить со своей кукушечкой. И такой человек кукушку обнимает, так мне очень она понравилась. И поэтому, наверное, что мне нравится в том, что я нахожу какое-то действительно отдохновение, какую-то где-то в стороне я от психиатрии нахожусь, когда я, допустим, лекции читаю. Чувство стыда я, наверное, очень давно не испытывал. Может быть, потому что не делал каких-то вещей, или просто меня на этих вещах не ловили. То есть, я не знаю, как-то так. То есть, скорее, то чувство, с которым я проживаю периодически, это такое чувство вины.